Путин террорист! Путин террорист! Путин террорист! هذا أسبيرسي قومها ونحشي قومها صعب شكعشش كعوين يعتعزها دشمنتينيец كاجر خاجع пуль блоевой. И вот у нас так совпало, это стало символично, что день атаки против свободной Украины и день депортации чеченцев совпали в один день. Это очередной повод, который связывает нашу борьбу против этой зверской империи. И мы здесь сегодня в знак солидарности с украинцем пришли на эту манифестацию. Я абсолютно с вами согласен. Это действительно очень символично, и это как раз подчеркивает связь, глубокую духовную связь и родство между нашими народами, которые борются с империей, с геноцидной империей. Да, я хотел бы, пользуясь такой возможностью, поприветствовать наших друзей, представителей чеченского народа, и сказать, может быть, несколько слов, вот если меня слышат. Да, мы слушаем, слышно вас, Александр, вас слышно. Во-первых, это действительно так, то, что вот эти две даты стоят рядом. Для нас 23 февраля теперь будет всегда ассоциироваться с трагедией чеченского народа, с геноцидом чеченского народа, который совершила Россия. И рядом стоит дата 24 февраля, которая теперь войдет в историю тоже как дата, которая ассоциируется с геноцидом народа Украины, опять-таки совершенного Российской империей. И я согласен, что эти даты не случайно стоят рядом. 23 февраля, это было позавчера, мы вышли к трибуне Верховной Ради, представители депутатских групп за свободную Ичкерию и за Кавказ, свободный Кавказ. Мы собрались вместе, несмотря на то, что мы принадлежим к разным политическим фракциям, разным партиям, но есть темы, есть вопросы, которые нас объединяют. Вот в данном случае нас объединила борьба за свободу Ичкерии, борьба и осуждение геноцида против чеченского народа. Мы вышли и мы в эту дату вспомнили и выступили с трибуны Верховной Рады. Мы хотели бы выразить вам свою поддержку. Знаете, есть такое выражение, что на следующий, мы говорим иногда, на следующий год в Севастополе, да, но я надеюсь, что еще в этом году мы с вами победим вместе Российскую империю, и мы вместе будем в освобожденном Грозном, в освобожденной Ичкерии. Я надеюсь, что это произойдет даже не в следующем, а еще в этом году. И мы будем за это бороться, потому что эта война, это наша общая война. Мы видим общую войну против Российской империи, геноцидной империи, которая уничтожает и ваш народ, и пытается уничтожить наш народ. Но победить мы можем вместе, и мы обязательно победим. Это просто вопрос времени. Я вам очень благодарен за то, что настоящие чеченские герои, они воюют сейчас плечом к плечу с нами. Мы поддерживаем друг друга, и мы победим вместе. Я хотел бы выразить тоже слова благодарности движению «Единая сила». Это очень важно. Знаете, в самом названии вашего движения уже закодирована суть, что ваша сила в единстве. И с другой стороны, единство, оно дает вам силу для того, чтобы победить Российскую империю и освободить от оккупации, от марионеточного режима в Ичкерии, освободить свою родину. Мы будем вас поддерживать во всем и будем помогать вам в этом, потому что это тоже наша борьба. Знаете, ваша свобода и наша свобода, они взаимосвязаны. И поэтому, знаете, мы говорим «Слава Украине», а я хочу сказать «Слава Ичкерии». Слава Ичкерии, спасибо вам за все, что вы делаете в трудных условиях. Вы ведете борьбу, и мы вместе победим. Героям слава, Александр, спасибо вам за добрые слова. Я также бы хотел отметить, что межфракционное объединение «Свободная Ичкерия», созданное по вашей инициативе Верховной Рады, это очень значимо для нас, для борьбы чеченского народа. Да, мы были первыми,
но вы сегодня являетесь оплотом, вы являетесь той страной, которая сегодня совершает грандиозное событие в истории мирового человечества, и оно останется в памяти мирового человечества. Это заметно, это ощущается нами, которые были первыми на этом пути. И если бы не ваша поддержка, то, наверное, мы уже потеряли бы надежду на то, что в ближайшее время, то есть, по крайней мере, при нашей жизни у нас что-то может получиться. Вот здесь, во Франции, украинцы вас поддерживают все, и мы, чеченцы, в частности. Вот у нас и чеченские участники здесь есть. Я вам покажу, просто здесь большой толпе не особо заметно. Здесь есть грузины, здесь есть украинцы, все нации. Здесь литовские флаги, я вижу, вот сами весь цивилизованный мир сегодня собрался здесь, на этой площади, поддержать украинский народ. И мы надеемся на скорейшую победу Украины в этой войне. Спасибо большое и до скорой встречи. Я надеюсь, что мы скоро встретимся и будем планировать нашу встречу в Страсбурге. Да. Ждем вас, Александр. На международных площадках. Спасибо вам. До свидания. Спасибо, до свидания. Юрий, я так предварительно освещу, да, в связи с чем у нас сегодня как бы вот это совместный эфир. Вот я показываю. Вот видите, это шествие. Вот тех, кто участвует на этой манифестации, от площади Республика до площади Бастиль мы движемся. Знак солидарности с украинским народом. Украина, мы знаем, год назад началась война, агрессия России против свободного украинского народа, против суверенного государства. И вот вы слышите, да, скандируют «Слава Украине». Вот так у нас сегодня проходит манифестация. Вы, наверное, видели флаг Ичкерии, здесь видно флаг Литвы, флаг Грузии, украинских флагов много. Есть новый флаг России, свободной России. Тоже здесь участники, видать, есть, вот по флагам видно. И вот так сегодня мы надеемся, что в этом году война в Украине закончится победой Украины. Юрий, вот сегодня этот день, он знаменательный тем, что нас вот эта дата, вот эта традиция российских политиков приурачивать свои какие-то агрессивные действия. Это как начало войны против Украины, приурочено было к Дню защитника Отечества, 23 февраля. Но начало было 24 февраля утром. Все-таки мы знаем, что это было приурочено к 23 февраля. Даже 22 февраля была такая аннексия Донбасса и Луганской области указом президента Путина, да? Вот можно сказать, что это именно к этой дате приурочено, потому что начинается 22, 23, 24 февраля. И также знаменательно, что 23 февраля 1944 года чеченцы и ингуши были депортированы в Среднюю Азию, Казахстан. Вот эта дата, она как бы, это еще один такой повод, который связывает борьбу наших народов против вот этого общего врага, против империи зла, как ее называют. И вот в связи с этим могли бы вы нам тоже как бы дать свою оценку, осветить это событие сегодня? Да, конечно. Во-первых, хочется сказать, огромную выразить благодарность за то, что вы поддерживаете сейчас Украину. Я рад, что свободный народ, свободная Чеченской Республики Ичкерия понимает, что мы сейчас переживаем. Эта боль, она сравнима с той болью, которую вы проживали много лет назад. Враг у нас один. Он у нас один на двоих, как говорится. И у него одни и те же желания уничтожить народы. Юрий, мы сейчас отойдем, чтобы у вас было слышно, мы отойдем, да, потому что здесь скандируют разные лозунги. Сейчас, минуточку, здесь будет. Да, конечно, слава Украине. Были другие возгласы, это как Путин, Асаса, да, это Россия, это террорист, это как бы Россия страна террорист, и такие вот лозунги сегодня мы слышим на этой манифестации. Вот можете продолжить, я сейчас отошел, чтобы вас было слышно. Ну, вернемся к основной теме, что
у нас есть один враг на двоих, мы это прекрасно осознаем, мы понимаем методы его захватческой деятельности, и ваш опыт в том числе, то, что вы уже пережили, то, как вы воевали с этим врагом, помогает нам лучше его понимать, какие стратегии у него в голове, какие способы террора людей он использует, уничтожения инфраструктуры и так далее. Конечно же, мы это все тоже учитываем в действиях военных, но в первую очередь для того, чтобы поддерживать дух людей, который никогда не должен сдаваться. Также и вам хочется сказать, чтобы ваш дух всегда был силен, чтобы вы понимали, что обязательно придет то время, когда наступит точка невозвратная для России, и все, кто сейчас находится как угнетенные республики, как угнетенные народы под их террористической рукой, обязательно будут свободными. Это все зависит от людей, это зависит от того, какие друзья есть у этих людей, у этих стран. Мы понимаем прекрасно, что объединяясь с другими нашими партнерами, мы становимся сильнее, и тут нечего даже спорить, абсолютно все понятно. В данной ситуации нам помогает Европа, Соединенные Штаты Америки, но мы все это делаем своими руками, то есть без помощи своего собственного народа в данной борьбе никак мы не обойдемся. Что еще можно подчеркнуть, какую параллель, вы уже сказали перед тем, этот символизм Путина и его команды какой-то дате что-то приурочивает. На мой взгляд, это его как раз может и погубить, потому что он никогда не считается с ценой человеческой жизни, а только с какими-то своими выдуманными имперскими фантазиями, амбициями, и на это бросает все человеческие и другие ресурсы. И как только мир поймет, что ни в коем случае нельзя продолжать сотрудничать с Россией, нельзя уменьшать санкции по отношению к России, а только их увеличивать, и что это нужно сделать не только до окончания какой-то войны, но это нужно сделать до окончания оккупации каждого народа, который сейчас поработила Россия. Это нужно сделать до того момента, когда полностью не поменяется осознание людей, которые еще в России могут как-то думать, если они там еще остались, не выехали и не сварился их мозг в путинской пропаганде. Ну вот эти две главные задачи выстоять и дождаться своего времени, когда сможем мы уже включиться в полноценное возобновление в Украине, мы нашей независимости полностью во всем объеме на полностью возобновленной территории. И что касается Ичкерии, это то, когда настанет момент невозвратный для России, и вы вернете свою независимость. А дальше друг другу поддержка, дальше помощь наших международных партнеров, объединяем все это вместе, и обязательно все получится. Юрий, ну спасибо вам огромное. Украинцы молодцы в том, что они очень быстро учатся, они быстро адаптируются к изменяющимся реалиям, и это очевидно, да. Вот, вы сказали, что мы были первыми на этом пути, но у нас силы были как бы неравные, очень неравные. И вот стойкость, она сегодня, украинцы показывают такую же и, может быть, даже большую стойкость, упорство, показывают упорство. Пока также вот из чеченского урока я вижу взято то, что украинцы не намереваются проводить какие-то переговоры, пока идет военная агрессия, и намереваются окончательно освободить свою территорию, чтобы не было возможности второго этапа возврата уже вот этой агрессии. Это то, что проходили мы, чеченцы, это наш горький опыт, который сегодня хорошо учла как бы Украина и украинские политики, украинские бойцы. И вот в этом я вижу, что вот украинцы молодцы, что они быстро учатся, адаптируются. Также помощь, как вы отметили, с Запада, она очень важна. И то, что вы смогли все-таки добиться внимания к себе мирового сообщества, необходимости того, что Россия – это глобальная угроза для мира, это тоже как бы ваша адаптивность, ваша креативность. И, в общем, мы, если сказать честно, в восторге от того, как вы сбалансированно ведете и борьбу, и политическую, и военную. Вот это как бы пример для нас, для чеченцев, чтобы в следующий раз
после того, как победно завершится война в Украине для украинцев, чтобы мы уже смогли учитывать ваш украинский опыт в нашей борьбе, чтобы впредь более Чечня не подверглась очередной российской агрессии и оккупации, и чтобы в конец стали независимыми. Мы знаем, что перекликается история украинского народа и чеченского народа тем, что мы вели многовековую борьбу против Российской империи. И вот в этом мы сегодня видим те основы нашего сотрудничества, нашего единства. Вот что сегодня хотелось бы сказать. И мы сегодня солидарны с украинским народом. Мы здесь, на площадях, где проходят акции в поддержку украинского народа. Мы здесь с начала войны всегда были, есть и будем. Надеемся на скорейшую нашу общую победу. Вы абсолютно правы в том, что нам нужно друг другу помогать. И уверен, что когда настанет момент, и так же, как нам сейчас помогает соседняя Польша, весь Евросоюз, Великобритания, так же, как нам сейчас помогают Соединенные Штаты Америки, также и Украина в нужный момент протянет руку помощи, военную, любую, другую, финансовую, для того, чтобы у вас все получилось, и вы вернули назад независимость собственной республики. Это очень важно. Спасибо, Юрий. Мы тогда сейчас уже догоним наших манифестантов. Спасибо вам за предоставленное время. Мы знаем, вы очень заняты в эти дни. Да, именно в эти дни вы очень заняты. И спасибо вам. До следующей встречи. Благодарю. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Да, если вы скажете пару слов для нас, мы вас послушаем. Спасибо. Действительно, сегодня скорбная дата, и мы сегодня поднимали и говорили об этом и в Верховной Раде Украины. Только что закончилось заседание парламента Украины, и утром одно из первых выступлений было на эту тему, и мы с коллегами из межфракционного объединения «За свободный Кавказ», мы вышли к трибуне, и я с трибуны еще раз сказал, что депортация чеченцев и ингушей тогда это был акт геноцида, который потом повторился уже в 90-е годы опять со стороны России, как новый геноцид в отношении чеченцев, и который сегодня Россия повторяет в отношении украинцев, тоже не первый раз, что был перед этим Голодомор в прошлом столетии, а теперь опять они осуществляют геноцид украинцев. И о том, что Российская империя должна быть разрушена. И закончилось свое выступление словами «Ичкерин маршу» и «Слава Украине». Слава Украине, героям слава! Спасибо. Мы сегодня направили также с коллегами, я как глава объединения «За свободный Кавказ», но подписалось еще около 10 коллег, обращение к главам парламентов стран Балтии, Литвы, Латвии, Эстонии, а также Польши, с призывом принять такое же решение по поводу признания Чечни оккупированной и геноцида чеченского народа. Эти заявления ушли. Будем надеяться, сегодня было много международных гостей в Раде, они тоже могли услышать это выступление. Будем надеяться, что это будет услышано. Но здесь уже тут надо работать вам, для того, чтобы в этих странах тоже соответствующие решения принимали. Поэтому Российская империя должна быть уничтожена. Мы, и украинцы, и чеченцы, и грузины, и молдаване, и многие другие, и ингуши, многие другие нации, к сожалению, жертвы этой империи. И на этом рано или поздно нужно поставить точку, и желательно это сделать сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Так что мы с вами и в очередной раз сегодня это засвидетельствовали, и об этом сказать, помнили об этом скорбном дне. Алексей, спасибо за все, что вы делаете для нас, для нашей общей победы. Я получил от вас заявление, которое вы послали в парламенты прибалтийских стран, Восточной Европы. Огромное вам спасибо. Конечно, мы постараемся также поддержать эту инициативу с нашей стороны и сделать все, что возможно, чтобы инициатива Украины была по эстафете принята этими странами. Здесь все собравшиеся участники манифестации вас благодарят от их имени я вас и всех ваших коллег в Верховной Раде и весь украинский народ мы благодарим. Спасибо вам. И надеемся, что мы скоро увидим победу над нашим общим врагом. Обязательно, и мы для этого делаем все, что от нас зависит. Вместе к победе. Держим строй. Слава Украине, Ичкерин маршу. Держим строй плечом к плечу. Слава героям, слава Украине, слава Ичкерии. До свидания.